Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Сегодня наше правило из суры Юсуф, 90-го аята. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иннаху ман яттaqи ва ясбир, фа инна Аллаха ла юди'у аджра аль-мухсинин». Примерный перевод аята: воистину, если кто богобоязнен, если кто является таква, у него есть богобоязненность, он таква. И тот, кто ясбир, и тот, кто терпит, тот, кто богобоязнен, и тот, кто терпит, фа инна Аллаха ла юди'у аджра аль-мухсинин, то Аллах не теряет вознаграждение творящих добро. И Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит, что тот, кто терпит, тот, кто богобоязнен, и тот, кто терпит, Аллах Субханаху ва Тааля не теряет вознаграждение этих людей. То есть Аллах Субханаху ва Тааля непременно вознаградит этих людей. И этот аят приходит, мы сказали, в суре Юсуф, в контексте разговора братьев Юсуфа с самим Юсуфом. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фалямма дахалу алейхи, калу я айюхал азизу массана ва ахлана ад-дурру ва джитна би бидаатин музджатин». О повелитель, когда братья пришли к Юсуфу, они не знали, что это Юсуф. И они сказали к нему, обратившись: «О правитель, нас и наш народ поразила беда». Их поразил голод. Был голод, который был в Египте, и он также поразил те земли, в которых жила семья Юсуфа. И тогда братья Юсуфа пришли в Миср, в Египет, и они сказали: нас и наш народ поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром, отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Воистину Аллах вознаграждает творящих добро. И тогда Юсуф сказал: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Он сказал: Юсуф, поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны? И они сказали: قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. И тогда они сказали: неужели ты Юсуф? Он сказал: я Юсуф, а это мой брат. قد من الله علينا. Аллах облагодетельствовал нас. «Иннаху ман яттaqи ва ясбир, фа инна Аллаха ла юди'у аджра аль-мухсинин». Воистину, если кто богобоязненен, то есть таква, и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение творящих добро. То есть это Аллах Субханаху ва Тааля приводит эти слова в Коране, и эти слова были слова Юсуфа, которые он сказал своим братьям. Две вещи: богобоязненность и терпение. И это не только в суре Юсуф приходит. Эти два слова, два свойства, богобоязненность и терпение, они приходят вместе в Коране в нескольких местах. Определение богобоязненности – это поклонение Аллаху, это соблюдение Его повелений, надеясь на Его награду. Также таква, богобоязненность – это оставление запретов Аллаха Субханаху ва Тааля, боясь Его наказания. И, то есть у богобоязненности есть определение, и это отдельно можно разговаривать, что такое богобоязненность и что в нее входит. То есть это отдельная тема, но вкратце понятие, то есть определение богобоязненности такое. И многие из нас это определение знают, проходили. И терпение, что такое, мы понимаем, что такое терпение. Но Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что если кто проявит богобоязненность и терпение, то Аллах Субханаху ва Тааля этих людей непременно вознаградит. То есть Аллах Субханаху ва Тааля не потеряет эту награду. Он наградит тебя и в этом мире, и в будущем мире. И поэтому человек должен, то есть этот аят нас учит тому, чтобы быть богобоязненными и терпеливыми.
И под этими словами не подразумевается непогрешность полная. То есть очевидно, что речь не об этом. И здесь, то есть подразумевает, каждый из нас может проявлять богобоязнь и терпение в определенных случаях. Как, например, когда человек живет, он каждый день сталкивается с выбором каким-то. Он каждый день сталкивается с каким-то выбором. И этот аят учит нас, что когда ты что-либо хочешь выбрать, ты должен прибегнуть к этим двум вещам. Это богобоязненности и терпению. Посмотреть, правильно ли это дело, которое я сделаю. Если нет, то ты должен оставить это дело. Если это нужно сделать, ты должен это сделать и проявить в этом терпение. Богобоязненность – это когда перед тобой стоит какой-то вопрос, и если ты его должен сделать, то твоя богобоязненность должна побудить тебя сделать это. А если это запретное, то ты, хотя, может быть, ты хочешь это сделать, ты должен проявить богобоязненность и не сделать это, и также должен терпеть. Терпеть, если это нужно сделать, то нужно усердие какое-то, и нужен сабр, терпение. Если это нужно оставить, то также нужно терпение, чтобы вот это искушение перебороть или желание перебороть и оставить это. И пример муфассиры говорят, почему именно Юсуф, когда именно речь шла о Юсуфе, это пришло. Ученые говорят, после того, как с Юсуфом обошлись несправедливо, он был еще испытан, то есть с ним не обошлись несправедливо, и он еще был испытан той, которая позвала его совершить мерзкий поступок. То есть что с ним несправедливо обошлись? Его братья кинули его в колодец, он был продан, и потом, после этого, когда он был продан, его купили, и после этого он был испытан той, которая позвала его совершить мерзкий поступок, пыталась соблазнить его, и призвала на помощь тех, кто помог бы в этом. Однако он отказался. Он проявил богобоязненность. Он остановился и отказался от этого. И выбрал что? Выбрал тюрьму, а не этот мерзкий поступок. И предпочел страдать в этой жизни, но не впасть под гнев Аллаха Субханаху ва Тааля. В итоге, из-за той, которая хотела его соблазнить и намеревалась совершить омерзительный поступок, он сильно пострадал. И далее муфассиры говорят о том, какие беды обрушились на Юсуфа. Из-за братьев, что он прошел через 2 испытания, которым противостоял богобоязненностью и терпением. Первое испытание – та несправедливость, которую совершили по отношению к нему. Они вывели его из свободы к ложному рабству, не предоставив ему выбора. То есть то, что он был продан, то, что он стал рабом и был брошен, в первую очередь был брошен в темницу. И второе испытание, притеснение, которому был подвержен из-за жены этого знатного египтянина. И она стала причиной того, что он предпочел заточение и тюрьму, выбрав это сам. И то есть он проявил 2 качества. Юсуф проявил 2 качества, он проявил богобоязненность и проявил терпение. И в конце истории мы знаем, что Аллах Субханаху ва Тааля наградил его. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. И как раз таки Юсуф сказал своим братьям это, поясни, Аллах Субханаху ва Тааля не теряет эту награду. Аллах Субханаху ва Тааля непременно тебе даст награду, но перед этим должно быть 2 условия. То, что ты богобоязнен, и то, что ты терпишь. В каком бы пути ты ни находился, может быть, ты притеснен, и ты терпишь, или, может быть, ты поклоняешься, и ты терпишь, и Аллах Субханаху ва Тааля непременно наградит. И человек также в жизни всегда сталкивается с этим. Может быть, не замечает, но сталкивается с этим всегда. С искушениями разными, которые к нему приходят, выбор, который приходит. И зачастую человек, прежде чем принять решение, он что смотрит? Он выгоду смотрит. Это выгодно или невыгодно? Это что мне принесет? После этого что будет? Но также человек не должен, понятно, это касаемо мирского, человек смотрит, выгодно ему это по деньгам или выгодно этому по ситуации или нет. Но 2 вещи ты должен, одна вещь, самое главное, ты должен посмотреть на это со стороны религии и со стороны богобоязненности. Правильно это или неправильно?
Если это неправильно, ты должен это оставить, как бы тебе не хотелось это сделать, и проявить терпение, и тогда Аллах Субханаху ва Тааля наградит тебя. Ты ищешь пропитание, и каждый из нас хочет, чтобы в его пропитании был баракат, чтобы в его пропитании, в его имуществе был баракат. Но чтобы был баракат, нужно, чтобы если это неправильно, может быть, там хорошая прибыль можно получить, но это неправильно с точки зрения шариата, может быть, договор неправильно, может быть, сама ситуация как бы неправильно, не дозволяется по шариату так делать. И ты оставил это, проявил терпение, Аллах Субханаху ва Тааля даст тебе, вернет тебе многократно. Во-первых, человек должен вот это все проявить, богобоязненность и терпение, и быть убежденным, что Аллах Субханаху ва Тааля вернет ему. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна Аллаха ля юди'у аджра аль-мухсинин». Аллах Субханаху ва Тааля не теряет вознаграждение творящих добро. Ты оставил, ты проявил богобоязненность и проявил терпение. Аллах Субханаху ва Тааля обязательно тебя наградит и вернет тебе больше. И человек должен, то есть мы должны это применять всегда в жизни, когда мы стоим перед каким-либо выбором. Что выбрать? И мы должны всегда смотреть через эту призму, через призму того, что будет правильно. И также Юсуф, алейхиссалям, он мог сделать то, что ему предлагали, и он бы не сел в тюрьму на долгие годы. Но однако он отказался, потому что был богобоязненным. И проявил терпение. Долгие годы он сидел в тюрьме. И как Аллах Субханаху ва Тааля наградил его, он стал вторым человеком в огромном государстве, в царстве. У него под его властью были хранилища, под его властью была казна государства. И когда его братья пришли к нему, они его называли его правитель. То есть они не знали, что это Юсуф. И очень сильно удивились, когда узнали, что это Юсуф. То есть это ты, которого мы бросили в колодец, это ты, которого продали на рынке рабов, это ты сейчас стоишь, будучи правителем. То есть Аллах Субханаху ва Тааля награждает. И это правило, оно работает, это правило Аллах Субханаху ва Тааля, которое Он установил. От нас только соблюдение богобоязненности. И поэтому человек часто говорит, вроде бы есть доход, но не хватает, баракат пропал и так далее. То есть пусть человек посмотрит, откуда это все у него. То есть правильно ли он сделал выбор, когда начал это делать. И также муфассиры отмечают здесь следующую вещь. Таким образом, если верующего человека как-то притесняют из-за его справедливости или из-за его веры, из-за его религии, требует от него проявления чего-то неправильного или совершения какого-то неправильного поступка, ослушания Аллаха Субханаху ва Тааля, то он должен выбрать богобоязненность и не совершить это. Пример с Юсуфом, алейхиссалям, которому предложили поступок совершить греховный, но он отказался, хотя отказ стоил чего? Отказ ему стоил многих лет заточения. Но он выбрал все равно отказ. И поэтому человек тоже, то есть когда в жизни такие ситуации возникают, он должен, если это как-то связано с его религией, с его убеждениями, с его какими-то, может быть, это связано со слушанием Аллаха Субханаху ва Тааля, он должен проявить терпение, проявить богобоязненность и не совершить этот поступок. И Аллах Субханаху ва Тааля обязательно наградит этого человека в этом мире, как Аллах Субханаху ва Тааля сказал, и обязательно в ахирате.
И также пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всячески притесняли, и он терпел все это по своему выбору. Ему причиняли страдания, чтобы он не делал того, что он делал по собственному выбору. И это терпение выражено сильнее, чем терпение Юсуфа. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он терпел тот вред, который ему приносили жители Мекки, тот вред, который ему приносили курайшиты, он терпел и все равно делал свое дело, делал свой призыв и проявил богобоязненность и терпение. И первое это касаемо религии, второе это касаемо, это кораническое правило прививать терпение и богобоязненность можно и в том, что называют разными пристрастиями к разным вещам. У человека есть пристрастие к каким-либо вещам, которые его отвлекают от религии или которые его отдаляют от религии. У него есть, например, пристрастие к каким-либо вещам. Если он здесь проявит богобоязненность и проявит терпение, Аллах Субханаху ва Тааля непременно одарит его лучшим и вознаградит его. И ведь награда Аллаха Субханаху ва Тааля, она велика. Также муфассиры упоминают, что это правило может быть использовано также человеком, проходящим через испытание завистью, когда люди завидуют ему в том, чем наделил его Аллах Субханаху ва Тааля. Такая зависть может побудить человека, которому завидуют, он видит, что ему завидуют, это может побудить к причинению обид словами или делами. Или, может быть, это даже не зависть, а какой-то кто-то тебе плохого желает, или кто-то тебе хочет навредить, или кто-то там ненавидит тебя и так далее. И ты, тем самым, это может спровоцировать в тебе что? Также по отношению к нему, к этому человеку, какие-то плохие слова или какие-то поступки, как это, например, случилось с одним из сынов Адама. Как это случилось завидовать ему, поскольку Аллах Субханаху ва Тааля принял пожертвование первого и не принял у второго. И поэтому, если у человека, какие-то ситуации такие возникают, он может, из-за зависти или из-за чего-то может что-то совершить, он должен вспомнить об этом, что Аллах Субханаху ва Тааля непременно, если он проявит богобоязненность и терпение, Аллах Субханаху ва Тааля наградит этого человека. Подобного рода зависть встречается в отношениях людей, разделяющих власть, имущество или работу, когда одному достается больше, чем другому. Кто-то ему не нравится это, и он что-то начинает делать по отношению к другому, какой-то вред причинять. И здесь то же самое, то есть он должен вспомнить это правило. Аллах Субханаху ва Тааля, если ты будешь богобоязнен и проявишь терпение, то Аллах Субханаху ва Тааля непременно наградит тебя большим. Поэтому тот, кто проходит через подобные испытания, пусть всегда помнит это кораническое правило, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваин тасбиру ва таттаку, фа инна Аллаха ла юди'у аджра аль-мухсинин». Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение творящих добро. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваин тасбиру ва таттаку, ла ядуррукум кайдухум шай'a». Вторая польза этих двух качеств, польза богобоязненности и терпения, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. То есть Аллах Субханаху ва Тааля убережет тебя от козней других людей, от козней твоих врагов, от козней твоих противников, как Аллах Субханаху ва Тааля сказал, это обращаясь к подвижникам, то есть если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Еще один пример, последний пример воплощения этого великого коранического правила есть в аятах Корана о битве при Бадре, где дважды встречается фраза, Аллах Субхану ва Тааля говорит: если вы будете терпеливы и богобоязненны. Аллах Субхану ва Тааля в аятах касаемо битвы о Бадр дважды говорит об этих вещах: если вы будете терпеливы и богобоязненны.
Так всемогущий Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «И ямсаскум хасанатун тасухум, ва ин тусибкум саййату яфраху биха, ва ин тасбиру ва таттаку ла ядуррукум кайдухум шай'a, инна Аллаха бима я'малуна мухит». Если с вами случается доброе, это огорчает их. Если с вами что-то хорошее случается, это огорчает их. То есть курайшитов в то время, да, то есть мушриков. Если же вас постигает несчастье, они радуются. Но если, Аллах Та'аля говорит, но если вы будете богобоязненны и терпеливы, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину Аллах объемлет все, что они совершают. И Аллах Субханаху Та'аля говорит: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين وإن تصبروا وتتقوا. Вот ты сказал верующим: разве вам недостаточно того, что ваш Господь не спосылает вам помощь в 3000 ангелов? Конечно, если же вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам 5000 меченных ангелов. То есть Аллах Субханаху ва Тааля опять-таки ставит условия быть богобоязненным и терпеливым. И успех будет после этого. То есть успех, Аллах Субхану ва Тааля победу даст, успех даст, Аллах Субхану ва Тааля наградит тебя, если ты проявишь богобоязненность и терпение. И также в жизни человека, в любой вещи, будь это в семье, будь это на работе, если ты в тех вещах, вопросы, которые возникают, выбор, который возникает, будешь основываться на богобоязненности и терпении, то Аллах Субханаху ва Тааля непременно наградит тебя лучше. И, например, пример с имуществом человека, да, может быть, к этому как раз подойдет. Человек, у него нету места, где жить. То есть нету своего места жительства, своего имущества. И если человек, но у него есть искушение какое? У него есть искушение взять ипотеку, взять кредит или еще как-то, то есть неправильным путем достичь того, что он хочет. Может быть, это не квартира, может еще что-то другое. У человека есть искушение, то есть надо, вот квартиру хочу взять, но у него есть искушение купить эту квартиру путем вот, что взять ипотеку, взять кредит или еще что-то, или еще как-то, да, купить эту квартиру. Он может купит ее, но если он проявит, во-первых, это то, что он купит, это будет куплено недозволенным путем, харамным путем, и то, что куплено харамным путем, оно теряет баракят, в нем нету баракята, в нем не будет пользу человек получать. Аллах Субхану ва Тааля лишит эту вещь баракята и пользы. А если, вот такая ситуация, да, но если ты проявишь терпение, то есть, во-первых, ты проявишь богобоязненность, у тебя была возможность вот пойти, тебе давали кредит, там, то, что тебе нужно, там, ипотеку, какую надо, тебе давали, все, добро было. Но ты проявил богобоязненность и не взял. Оставил это, проявив богобоязненность. И проявил терпение, что трудность некую испытываешь. Ты там, может быть, у тебя там много детей, ты снимаешь однокомнатную квартиру, потому что квартиру снимать дорого, ты из-за этого терпишь что-то, какие-то трудности, какие-то дискомфорт какой-то терпишь. И Аллах Та'аля после этого что говорит? «Ля юди'у аджр аль-мухсинин». Аллах Субхану Тааля не теряет добро, не теряет награду этих людей. Аллах Субхану Тааля непременно наградит тебя. Ты прояви богобоязненность и терпение должным образом, и Аллах Субхану Тааля обязательно тебя наградит. И эта награда будет обязательно и в этом мире, и будет она в будущем в ахирате. И поэтому вот это некий пример такой, который вот сейчас просто вспомнил. Может быть, каждый человек себе может какой-то пример привести с теми трудностями, которые он сталкивается. Может быть, есть какой-то выход, но этот выход неправильный. Этот выход не по шариату. И то, что если ты проявляешь богобоязненность и оставляешь это и терпишь, Аллах Субхану Тааля непременно одарит тебя лучшим. И человек должен убежден быть в этом. Не должен сомневаться, а может быть, Аллах Тааля мне не даст. Аллах Субхану Тааля говорит, что даст, Он тебя наградит обязательно. И также и дуа, когда человек просит дуа, он должен быть, Пророк сам сказал, просите Аллах Субхану Тааля, и вы, будучи убеждены, что Аллах Тааля вам ответит.
То есть ты просишь Аллаха, и ты должен быть убежден, что Аллах Та'аля тебе ответит. И также здесь ты проявляешь терпение и богобоязненность в каких-то вопросах, которых какие-то трудности испытываешь ты. И обязательно Аллах Субхану Та'аля даст тебе выход из положения. Как Он дал выход из положения Юсуфа, алейхиссалям, как Он дал выход из положения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как Он дал выход многим людям, которые проявили богобоязненность и которые проявили терпение. И Аллах Субхану Та'аля говорит, этим аятом, иншаллах, ограничимся и закончим. Аллах Субхану Та'аля говорит: вы непременно будете испытаны своим имуществом. Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой. И вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Собой испытываешься. И вы будете испытаны чем? Тем, что вы будете слышать от многобожников, от представителей других религий, от людей Писания. Неприятные слова будете слышать. И Аллах Та'аля в конце говорит: но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. И Аллах Субханаху ва Та'аля непременно вознаградит тех, которые богобоязненны и терпеливы. И пусть Аллах Субханаху ва Та'аля поможет нам укрепить в себе эти два свойства, это богобоязненность и терпение. И пусть Аллах Субханаху ва Та'аля укрепит нашу веру и отдалит нас от разных смут, от разных соблазнов и испытаний. И пусть Аллах Субханаху ва Та'аля пусть Аллах Субхану Та'аля даст нам выходы из тех испытаний, которые Он нам дал. Субханак Аллаху тубу илейх. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху